Добрый вечер. Как всегда, в это время на канале АТР программа «Оккуповані», в которой мы рассказываем о том, как живут люди на территориях, неподконтрольных Украине временно. Я напомню, что к таким территориям относятся Крым и Донбасс, частично отдельные районы Донецкой и Луганской областей. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, что происходит на Донбассе, потому что очень много всего там на самом деле происходит важного, но не все, к сожалению, попадает в поле зрения журналистов, как в Украине, так и в других странах, которые, наверное, уже немного устали от этой темы. И есть одна маленькая проблема, точнее большая, то, что туда нет доступа. И мы можем судить о том, что там происходит, только по той информации, которая до нас доходит через социальные сети, через свидетельства неких людей, которые там живут или посещают эту территорию. Ну вот сегодня мы в очередной раз собрали такую подборку, видео посмотрим, которые снимают там на той территории, снимают не журналисты, потому что, повторюсь, они не могут там работать, снимают обычные люди. Зачастую они вынуждены оставаться анонимными, потому что за съемку таких видео там действительно преследуют, там действительно могут наказать, обвинить в шпионаже и так далее. И сегодня начнем мы опять с темы, которая уже несколько раз была в нашей программе. Последние 3 программы мы ее обсуждаем. Это отсутствие мобильной связи. Почему так много внимания я уделяю этому вопросу? Потому что это действительно история, которая касается каждого жителя, прежде всего, этих оккупированных территорий. Это история, которая касается совершенно простых людей. То есть они оказались на самом деле в достаточно незавидной ситуации. И для многих это действительно трагедия, потому что жизнь очень усложнилась. Мы уже давным-давно привыкли к такому атрибуту, как мобильная связь, что это просто такой для нас совершенно фоновый, скажем так, момент. Да, мы уже теперь живем так, как будто мобильная связь была всегда, но на самом деле стоит только лишить людей вот этого простого атрибута цивилизации, как оказывается, что на самом деле жить без мобильного телефона очень неудобно. И сейчас самый частый вопрос, который задают вообще в соцсетях, да, в том числе там в Донецке, это как же мы жили вообще раньше без мобильных телефонов. Только сейчас дончане поняли на самом деле, как это неудобно. Действительно, нет мобильной связи уже 3 недели, я имею в виду украинских операторов, в Донецке на территории подконтрольной ДНР. Интересно, что эта ситуация исправилась в Луганске, то есть там на территории подконтрольной ЛНР, там нет сейчас таких проблем, как были раньше, то есть связь все равно плохая, она все равно с перебоями, но она почему-то там восстановился МТС, в Донецке нет. И, во-первых, этот момент, он позволяет утверждать, что все-таки, наверное, первопричина отсутствия связи мобильной действительно не в Украине, не в нежелании там украинской стороны поставлять туда такую услугу, да. Это действительно вопрос, который прежде всего, скажем так, решают вот это руководство ДНР на местах, да, вот эти лидеры этой группировки, именно по их желанию сейчас лишена эта часть Донецкой области возможности доступа к украинским операторам. Что делают местные жители? На какие хитрости им приходится идти? Мы уже немного об этом говорили. Есть такие места на окраине городов, в Донецке, в Горловке, в Ясиноватой, то есть там, где близко к линии разграничения, там, где мобильная связь добивает. И вот мы видим, это съемки из Горловки, такой зимний день снежный, и посмотрите, как люди ходят с телефонами вот в надежде поймать эту связь, ждут, пока появятся эти заветные черточки, которые свидетельствуют о том, что связь есть, и после этого кто-то разговаривает, но, как говорят и пишут, что на самом деле связь вот в таких местах все равно достаточно плохая. И главным образом людям хотя бы важно получить СМС. Почему и СМС? Потому что мы видим, что и здесь на видео, да и вообще вот многие пенсионеры особенно страдают от отключения мобильной связи, потому что у стариков их банковские карточки привязаны к мобильным номерам, то есть они ориентируются по этим смс-кам, когда приходят пенсии, когда ехать за деньгами их забирать. Они ездят на подконтрольную территорию Украины,
получать пенсии. Поэтому это причинило кошмарные просто неудобства, вот это отключение связи, и каждый пытается вот как может из этой ситуации выкручиваться. Это была Горловка, то есть там вот люди собираются так возле одного из супермаркетов. А в Донецке, мы уже немного говорили об этом, нужно подняться на железнодорожный мост на станции Рудченково в Кировском районе, чтобы тоже получить этот сигнал, поймать. И вот сейчас посмотрим видео, которое местный житель снял прямо на этом мосту. Всем привет! Это мост на Рудченково, станция Рудченково. Тут пипец как холодно, у меня руки не сгинаются вообще. Вот. Людей вон там очень много. И тут, и внизу, вон там вот, где-то сзади. Короче, ну сейчас чуть подразошлось. Человек 40, наверное, стоял приблизительно. Ладно, всем. Как у нас, вот я со станции, с моста звоню. Ну ладно, да ничего, нормально у нас все. Все нормально. Ну ясно, все. Вот это вот приехал, пришел на мост, вот с моста тут море людей стоит, звонит. Дожились. Давай, привет, спасибо, спасибо, сынок. Ну, вы видели, такая зарисовка из жизни местных людей, которые снимают простые люди, такой народный корреспондент, можно сказать. Сейчас, к счастью, у каждого в телефоне есть камера, и люди без труда могут снимать такие сюжеты. И благодаря этому мы понимаем, что действительно там происходит сейчас. Вы слышали, да, как люди разговаривают, дожились, то есть звучат такие слова. Человек рассказывает кому-то по телефону, видимо, своим родственникам, как он приехал, ехал специально на этот мост, заходил на этот мост. Ну, действительно, мы видим в условиях особенно холода, представьте, да, на морозе, на ветру, вот люди вынуждены в таких условиях разговаривать. И ну, наверное, если спросить сейчас вот их там, да, а для чего это все, зачем все это происходит, ради чего, я думаю, что никто из них не ответит. Вот все они затрудняются, потому что никто на самом деле уже давно, во-первых, не понимает, ради чего, во-вторых, даже по официальной версии, поскольку все стороны придерживаются Минских соглашений, ведь сейчас там идет война, вот сами ДНРовцы, они воюют за то, чтобы войти в состав Украины, то есть фактически они признаются и Россией, и вот этим, по этим международным соглашениям, да, всеми сторонами, гарантами этого мира, что это все-таки территория Украины. Поэтому, ну, ради чего люди это все это терпят, зачем отключают эту мобильную связь им, и как долго это будет продолжаться, наверное, никто не знает. Интересно, что пытается сам вот этот оператор «Феникс», который ДНРовский, его пытаются в качестве альтернативы людям, скажем так, предоставить, но он не выдерживает такого количества звонков, он не выдерживает такой нагрузки, потому что когда отключили МТС, он просто лег, упал, и он просто не справляется. Невозможно дозвониться с одного, двух, трех раз по «Фениксу» на какие-то другие номера. И в связи с этим была пресс-конференция, прошла, на ней представители ДНР рапортовали, что они там делают, значит, для того, чтобы восстанавливать качество связи, как они работают над улучшением качества работы того же «Феникса». И у них, значит, проскользнула такая интересная цифра. Вот представитель ДНР рассказал, что они работают над улучшением качества, и поэтому отжали вышки оператора Live, который тоже там, естественно, не работает. И вот теперь на этом оборудовании тоже пытаются за счет этого оборудования улучшить качество работы «Феникса». Давайте послушаем прямую речь. Видя ту ситуацию, которая у нас сложилась с отключением МТС, мы были вынуждены в экстренном режиме начать вводить в эксплуатацию базовые станции бывшего оператора Life. И на сегодняшний день уже 127 базовых станций бывшего Life тоже интегрированы в нашу сеть и введены в эксплуатацию. Ну, 127 станций Life — это оборудование, да, это не просто слова, это действительно оборудование, достаточно дорогостоящее, которое когда-то кто-то устанавливал за свои деньги, привозил, монтировал и так далее. Кто-то вкладывался в это. Ну, а сейчас мы видим, что люди украли, и они даже не пытаются как-то это скрыть, они даже не пытаются создать некую иллюзию, что они якобы закупили оборудование для «Феникса», там, новое, куда-то его устанавливали. Ну, а зачем, действительно? То есть они говорят прямо, да, вот мы украли, вот 120 там, или сколько там, 140 станций, значит, мы их вводим
переподключаем для своих нужд и так далее. Но я думаю, что вы знаете, если так открыто люди декларируют, что они просто занимаются мародерством, дерибаном и воровством, но из этого точно ничего хорошего никогда не получится. Нельзя за счет украденного чужого добра построить благосостояние свое, да, так или иначе. То есть построить какую-то нормальную, качественную жизнь, построить качественную республику, как они там декларируют. Вот я убежден, что это вообще ни в какие понятия человеческие не вписывается, ни в моральные, ни в даже с точки зрения здравого смысла. Ну, понятно же, что когда ты не заработал сам, когда ты просто украл, ты не сможешь наладить работу этого бизнеса нормально, потому что ты в него не вкладывался. Для того, чтобы украсть, много ума не надо, а, как говорится, заставить работать, вот, наладить работу, это уже совсем другие нужны качества. А таких специалистов, я думаю, среди вот этой шайки мародеров, которые этим занимаются, нет. Ну и дальше, опять же, можно посмотреть еще фотографии с Донецкого такого же переговорного пункта, как мы видели в Горловке. Ну, тут нет видео, но мы видим, видите, на столбах прямо наклеены таблички, вот такие бумажные листы, вот МТС ловит там, МТС ловит тут. То есть люди вот вешают такие указатели и тоже собираются возле торгового центра. То есть есть какие-то участки, куда мобильная связь, сигнал добивает, и там вот такое скопление людей, это такие как переговорные пункты под открытым небом. Когда-то еще до появления мобильной связи люди ездили на переговорные пункты, на почту, на телеграф и звонили родным по стационарным телефонам. Сейчас же нужно на переговорный пункт приезжать со своим телефоном, он мобильный, да, но в него он уже не совсем работает как мобильный, потому что он может работать только вот на таких переговорных пунктах, в кавычках, как мы видим. И дошло до того, что на самом деле эта ситуация настолько возмутила людей, настолько много негатива, настолько люди пишут постоянно возмущенные комментарии, оставляют в соцсетях, я их читаю, там стараюсь отслеживать вообще, что происходит, и что даже ДНРовский журналист Андрей Бабицкий, который давно уже находится в Донецке, он занимается пропагандой, такой откровенно проднровской, антиукраинской, таких украинофобских взглядов человек. И даже он написал, что, ну, такой возмущенный пост, посвященный властям, так называемым ДНР, да, что вот он пишет, их проклинают тысячи людей, и никто, конечно, не верит в утверждение Минсвязи, что связи нет по вине Украины. Вся республика, все старики уверены, что Феникс воспользовался ситуацией для того, чтобы монопольно утвердиться на рынке. То есть... Ну, я думаю, что даже если такой человек, который работает откровенно на этих ДНРовцев, ну, по крайней мере, там, на Ходаковского, да, не на всех, но на некоторых из них, если даже он так критично пишет такие комментарии, это, наверное, означает, что действительно дела плохи, действительно такой серьезный удар по имиджу, если там еще остался какой-то имидж, конечно, этих людей. Но, с другой стороны, как мы уже говорили, никто все равно ведь не сможет ничего сделать. То есть зачем переживать по поводу каких-то рейтингов, авторитета и так далее тому же Захарченко, если он все равно не участвует ни в каких выборах, если там все равно нет выборов, если он просто вот его поставили, он там княжит, пока есть на то воля вышестоящих кураторов, и он пользуется совершенно спокойно этим положением. Все выборы на Донбассе, к сожалению, закончились еще весной 2014 года. Вот тогда, наверное, еще мнение людей что-то значило, когда выходили на улицы, когда были митинги. После этого уже, конечно, спрашивать никто никого не будет. Это печально, потому что сколько ни говори, да, сколько ни убеждали людей, к сожалению, не услышали этот здравый, скажем так, призыв. И поэтому сейчас вот получилось то, что получилось. Отбирают все, в том числе какие-то самые базовые условия комфортной жизни, но уже жаловаться некуда и некому. Ну а мы перейдем сейчас к следующему сюжету, поговорим о том, что происходит в Луганской области. Там тоже мы посмотрим видео, которое снял местный житель. А в Луганской области на территории подконтрольной ЛНР есть такой город Первомайск, это шахтерский город. В нем когда-то работало много шахт, сколько сейчас их работает, ну, практически, наверное, ни одной не осталось, если говорить о полноценной работе. И местный житель в этом Первомайске просто пришел на одну из таких шахт, которая работала до войны, а сейчас полностью разорена.
и заброшено, и снял там такой небольшой, как видеосюжет, просто ходил по этой шахте, снимал и комментировал видео, то есть рассказывал, что там происходит. Вот опять же, благодаря таким мужественным людям, а это поступок мужественный, потому что человек очень рисковал. За подобное в ДНР и в ЛНР очень жестко наказывают, это приравнивается к шпионажу, вот подобные видео, которые не красят эти режимы, да, этих боевиков. Так вот, человек поступил очень смело. Благодаря таким смелым людям мы понимаем сейчас реальную ситуацию, которая там происходит. Действительно, вот можем глазами этого человека, глазами жителей Первомайска посмотреть, во что же сейчас превратился этот город, его промышленность, которая когда-то работала. Давайте сейчас просто дадим слово этому жителю Первомайска и послушаем, что же он рассказал, да, о чем его этот сюжет. Шахта Первомайск, уголь имени Минжинского. Сейчас вы увидите то, что от нее осталось. Спасибо властям ЛНР, что они никак не хотят сберечь наследие предков. Все уничтожено, все разграблено. Заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Конечно, можно списать все на войну. Были здесь попадания. Но я вас хочу заверить, что эти попадания не нанесли такого вреда, как нанесло здесь все местное население, свои же первомайские люди, которые все раздербанили. Вот мы заходим вовнутрь. Это все следствие рук своих же первомайских людей, которые в погоне за металлом, за цветником, здесь все себя чувствует очень вольготно. Все, что вы видите, это сегодня, 18 января. Спасибо нашим властям ЛНРовским, что довели до такого состояния. Это градообразующее предприятие. Тащат все, издают за копейки. 3 рубля килограмм. И менты как крышевали, так и крышуют эту схему. Может быть, вы не знаете, но в Первомайске на каждом углу все, кто хочет, и принимают металл. Все, кому не лень. Вы думаете, там кастрюли, тазики, сковородки? Нет. Там железные двери, решетки. Все, что можно, вот, вырывают с корнями и тащат туда. О, здесь, походу, шмотки, шахтерские каски, спецодежда. Это была, наверное, раздевалка. Все, здесь одно сплошное кладбище. Как в Чернобыле, в Припяти. Ничем не отличается. Это называется разрушим до основания, а затем, ну, это плохая песня. Очень плохая. Как жить будущему поколению? Вот с окошка. Дети будут вырастать и уезжать отсюда, потому что работать будет негде. Вот мы заходим в зал. Центральный, наверное, здесь все было красиво. Когда-то лампочки мигали, все работал, за пультом сидели люди, смотрели за всем происходящим. Вот что мы имеем на сегодня, 18-й год. А все началось в 14-м. Пришли так называемые защитнички, вырезали кабеля, вывозили двигателя, все ценное поснимали, когда все люди поуезжали и сидели в подвалах. Они здесь орудовали как хотели. Вывезли все.
Ну, я думаю, что тут, наверное, даже особо и нечего комментировать, потому что человек сам достаточно информативно все рассказывает. Это житель Первомайска, который находится прямо там. Я думаю, что ему гораздо лучше, чем всем нам понятно, что происходит. Он на себе все это чувствует, и можно только догадаться, насколько горько, наверное, это все, потому что ведь действительно Первомайск не контролировала там никакая украинская армия, там какие-то каратели, да, как они говорят. То есть этот город всегда, ну, с самого начала этих всех событий в 2014 году, он всегда оставался под контролем формирований военизированных ЛНР, там, пророссийских военных. И, соответственно, не на кого пенять. То есть нельзя сказать, что это разграбило, значит, разграбили какие-то добробаты, правый сектор пришел, все украл и так далее. Нет, пенять абсолютно не на кого. Разграбили это все как раз, ну, человек говорит, там, красочно рассказывает эту историю, как так называемые защитнички, пока люди сидели в подвалах, пока были обстрелы, вот тянули металл, хотя мы видим на видео, что еще достаточно там металла. Я думаю, что уже поскольку шахта не работает, его тоже, наверное, допилят, дограбят, растянут и останутся там, в принципе, как и от многих других шахт, осталось одни стены, одни руины. То есть, ну, тут не на кого никак нельзя спихнуть на американцев, да, ни на кого, как говорится, виноваты сами. Даже до войны, в принципе, Первомайск это была территория, где никогда не было никакой другой власти, кроме там, партии регионов, коммунистов и так далее. То есть местные власти там были всегда абсолютно пророссийские, абсолютно такие из местных, да, донбасских людей. И, соответственно, ну, наверное, тяжело сказать, что виноваты все-таки какие-то внешние силы. Тут как раз ярчайший случай, когда мы видим, что большего урона, чем вот эти все организации, которые якобы защищают Донбасс, Донбассу никто не наносит. То есть действительно это так. И сейчас посмотрим продолжение. Этот человек снял не одно видео, он интересно, там дальше он ходит, там, целый тепловоз заброшенный. То есть, ну, действительно, можно только передать ему слово и опять же посмотреть, как все это видят местные жители. Вот сейчас мы зайдем. Здесь токарный цех был когда-то. Как видите, станки раздербанены. От них ничего живого не осталось. Только те вещи, которые уже унести нельзя, очень тяжелые. Заходим, пожалуйста, без проблем к тепловозу. Стоит. Никому не нужен брошенный тепловоз. Сейчас я вам покажу, что там внутри. Как видите, вот кабина машиниста. Все уничтожено. Роздано на сувениры. Ну, как понимаете, да, легко всегда обвинить, свалить собственные беды, неприятности на кого-то другого, показать людям какого-то внешнего врага, убедить их, что в их бедах виновата Украина, я не знаю, какие-то бандеровцы и так далее. Но по факту, к сожалению, мы видим, что никакого, скажем так, процветания на территории, которая там освобождена и не подконтрольна Украине, естественно, никаким процветанием и не пахнет. То есть видим вот такое мародерство, никакого патриотизма, любви к своей территории у этих людей, которые там сейчас все контролируют, точно не наблюдается. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что мы будем и дальше следить за появлением, вот, в том числе и таких видео, потому что они, как говорится, их не подделаешь. Это уже документ, определенный документ эпохи. А мы перенесемся дальше и сейчас поговорим об одном судебном процессе, который очень сильно нашумел. А в Америке суд в штате Иллинойс рассмотрел иск родственников жертв сбитого Боинга MH17, который был сбит, как мы помним, в июле 2014 года на Донбассе, и удовлетворил иск этих людей к Игорю Стрелкову, он же известен как Гиркин, к лидеру вооруженных формирований ДНР. Значит, на
Игоря Стрелкова возложили ответственность за гибель этого Боинга, за его уничтожение и, соответственно, все компенсации, которые требовали родственники погибших, суд в полной мере возложил и обязал Игоря Гиркина им компенсировать. И тут начинается самое интересное, потому что размер этих компенсаций ни много ни мало, там у каждого миллионов по 20, и в общей сложности набежало порядка что-то 400, даже больше миллионов долларов, то есть почти $500 миллиарда. Естественно, этих денег у Гиркина нет, и сами же даже, скажем так, американские СМИ, которые об этом писали, они сообщили, что, конечно, шансов все это востребовать реальных нет никаких. Но это на самом деле и не так важно. Во всяком случае, для нас, для всех остальных, конечно, люди, я считаю, должны получить свои законные компенсации. Но для нас, в первую очередь, главное, что суд, действительно суд, не просто какой-то журналист, какой-то сайт, какой-то блогер, а вполне себе официальный орган признал Гиркина виновным и ответственным за это происшествие. Это означает, что уже вполне официально заявлено, есть прецедент, и понятно уже не просто разговоры, что там Россия виновата в этом, да, то есть не просто какие-то чьи-то политические заявления, а это действительно уже реальный прецедент, когда мы говорим четко, что виноват именно гражданин России, что Боинг сбил гражданина России. Это важно, потому что действительно это усиливает и, опять же, позицию Украины, это ставит точку во многих вот этих всех, значит, войнах информационных, когда особенно там российская сторона этим славилась, они изобретали каких-то диспетчеров несуществующих, которые якобы там рассказывали, что это украинская сторона виновна в уничтожении этого Боинга. Они изобретали летчика украинского, который якобы признался, что сбил этот самолет. Они изобретали снимки, подделывали и многое-многое другое. Якобы там потом это был украинский БУК и так далее. Было очень много версий с российской стороны. Российская сторона очень много об этом лгала. Но вот мы впервые имеем официальное решение суда. Что это может означать в дальнейшем? Дело в том, что Фемида на Западе, я думаю, что такая прописная истина, я никому не открою Америку, но вот действительно на Западе правоохранительная система, она устроена таким образом, что она может очень медленно раскачиваться, она очень долго принимает решения, она не делает каких-то скоропалительных процессов, поэтому это годами может тянуться вот такое разбирательство, такой суд, но все равно эта система неумолима как каток. И вот каждое последующее решение суда, оно, как правило, там опирается на предыдущее, то есть там важен прецедент. Если уже один раз американский суд такое решение вынес, это означает, что, скорее всего, в дальнейшем тоже суды будут опираться на то, что вот, значит, был такой прецедент, есть вот конкретный виновный в уничтожении этого самолета, и, соответственно, дальше это все будет комом нарастать, то есть понятно, вокруг кого будет затягиваться эта петля, понятно, кто в итоге окажется ответственным. Пока что это Гиркин, это, наверное, тоже где-то в какой-то мере шанс для российских элит, то есть показать, что напрямую на Путина не возлагают эту вину, всегда можно, грубо говоря, выдать Гиркина, да, то есть сказать, да, вот он крайний, это он сбивал, то есть такой какой-то, наверное, путь к отступлению остается, а путь к отступлению для чего? Для того, чтобы Россия была более уступчива, опять же, в переговорах, чтобы она могла, где-то сохранив лицо, скажем так, лицо своих элит в первую очередь, да, которые, конечно же, главным образом несут ответственность за этот случай, чтобы она все-таки могла выйти из этого конфликта, как-то порешать на мирных переговорах проблемы Донбасса, оккупированных территорий, как-то уйти из Украины. По крайней мере, хочется верить, что Россия, скажем так, воспользуется этим шансом, хотя далеко не факт. А сам Гиркин, он, естественно, отреагировал на это событие, он написал на своей странице ВКонтакте комментарий, что, значит, он там поерничал, пошутил, конечно, а что еще остается, в общем, ему в этой ситуации. В очередной раз заявил, что точно не сбивал этот Боинг он, и, что интересно, назвал родственников погибших пассажиров Боинга мутантами. Он считает, что вот только мутанты могут добиваться каких-то компенсаций за своих погибших родственников. Наверное, тут, опять же, излишние какие-то комментарии. Что еще ждать от человека, который принимал такие решения, который в том числе, может быть, лично не сбивал этот Боинг, но, тем не менее, виновен, поскольку он один из зажигателей, начинателей этой войны. Безусловно, на нем лежит ответственность. И если бы он
не вторгся в Славянск, скорее всего, и этот Боинг был бы цел, и пассажиры были бы живы. Поэтому тут, как говорится, какая-то такая истерическая реакция, но это даже в чем-то может быть и хорошо. И что интересно дальше, как будут дальше развиваться события, ну, прогнозировать что-либо конкретно сложно, но дальше, конечно, можно раскручивать эту историю в том плане, что если у нас сейчас по факту суд признал виновником российского гражданина Гиркина, дальше надо, получается, по идее, искать вопрос, а как туда попал этот российский гражданин, что он там делал, откуда у него взялось российское оружие, тот же БУК, кто его туда послал. И это очень интересный вопрос, потому что если мы не будем рассматривать кейс в Славянске в отрыве от Крыма, мы проведем тут параллели, да, что Россия не, скажем так, избегает ответственности за Крым, она не увиливает, Россия признает, да, мы были в Крыму. И если Гиркин был в Крыму, а ведь он начинал вот эту свою украинскую кампанию именно с Крыма. Если Россия входила в Крым, Россия аннексировала Крым, и Гиркин там был, то это означает, что, и он же был в Славянске, это означает очень простую вещь, что и в Славянске была Россия. И я думаю, что, конечно, вот это расследование, оно будет длиться дальше, и вот эта персона Гиркина, она еще не раз всплывет. И ничем хорошим вот эта вся история, конечно, не закончится. Этот Боинг, он просто так, его никто не забудет, это уже об этом уже говорилось, и это вот такая, мне кажется, первая ласточка, потому что в дальнейшем будут еще и другие события, мы увидим другие суды, мы увидим другие подробности всей этой истории. Ну а сейчас давайте посмотрим еще, мы иногда показываем какие-то эпизоды из школьной жизни, вот как проходит воспитание детей на неподконтрольной территории. Давайте сейчас посмотрим один небольшой сюжет из Дебальцева. А в Дебальцево в школе детей заставляли, ну, видимо, заставляли, вряд ли они сами до этого додумались, совершать какое-то странное действие. В одном из классов города Дебальцево дети склеили из картона картонную могилу, такое некое подобие мемориала. В этом же похвастались в группе «Методический кабинет Дебальцева», видимо, учителя, которые все это делали, и выложили фотоотчет. То есть мы бы, конечно, об этом не узнали, но выложили фотоотчет, где дети позируют, стоят рядом с вот этим картонным надгробием, с этой картонной могилкой, и более того, возлагают к ней такие же картонные или бумажные цветы. Ну, странное достаточно действо, уже много над ним и посмеялись, и пошутили, потому что, конечно, ну, нормальный человек вряд ли может спокойно посмотреть на эти фотографии. Но на самом деле, конечно, это не только смешно, это в основном грустно, потому что действительно на этой территории вот проводят такое воспитание, видимо, понимая важность работы именно с детьми, с молодым поколением. Вот таким образом их обрабатывают, заставляют участвовать вот в таких различных историях. Я не знаю, насколько это, ну, скажем, вызывает у детей эмоциональную реакцию, можно ли с помощью вот таких действий детей воспитать в таком патриотическом ключе, потому что там вот в этой группе, где выложили эти фотографии, там было написано, что дети, значит, прониклись духом патриотизма, там крепнет их стойкость и так далее, но все это, конечно, выглядит абсолютным таким фарсом, и, ну, мне кажется просто, что после, вот, если это продлится еще вот какое-то время, если это продлится еще годами, то нам нужно будет как-то спасать вообще, очень серьезно потом с этими детьми работать, потому что, ну, вырасти они могут действительно травмированными и с какими-то, ну, наверное, извращенными представлениями о жизни, потому что, к сожалению, ну, если с детства тебя заставляют делать картонные могилы, наверное, что-то не в порядке и в системе, и в системе образования. Ну, мы будем следить, конечно, за тем, что происходит в школах на неподконтрольной территории. Это, конечно, важно для нас. Ну, а сейчас последний сюжет на сегодняшний день. Мы поговорим еще об одной истории, когда своего военнопленного, человека, которого обменяли, отдали сюда из Украины, отсюда из Украины отдали на территорию ДНР, его же с ним свои же боевики расправились в итоге. Давайте посмотрим этот сюжет.
Ну, мы об этом уже в прошлый раз на самом деле говорили, немножко о другом человеке. Мы говорили о Максиме Гармаше. А на этот раз речь идет о Сергее Бабиче. Это еще один военнопленный, который попал в плен в Украине, и его передали в рамках обмена перед Новым годом вот, пророссийской стороне, ДНРовцам. Некоторое время он там содержался в вот этом так называемом санитарном контроле, что ли, я не знаю, на карантине, как это правильно назвать. То есть он жил в таком общежитии вместе с другими этими пленными, их там каким-то образом проверяли, а затем почему-то решили, что он является агентом СБУ. Ну, по крайней мере, так об этом пишут в соцсетях, пишет женщина, которая занимается проблемами, ее зовут Светлана Альшевская, она занимается в том числе проблемами вот этих пленных, и она написала буквально такой пост, что к ней обратилась мать этого военнопленного, обмененного, Любовь Бабич, и она рассказала, что вот его прямо из больницы профзаболеваний, где он там находился на профилактическом каком-то лечении, увезли МГБшники, и о нем ни слуху, ни духу. И, ну, она считает, она рассказывает, что это продолжение борьбы с идейными, которых еще не всех уничтожили. И вот, как говорит мать этого человека, что прошло более 3 недель, то есть это еще 3 недели назад случилось, и ей ничего не удалось узнать о ее сыне, там, Сергее Бабиче, который был, ну, пропал, исчез, просто его увезла МГБ, и больше он, соответственно, не появлялся, больше о нем ничего не известно. Просит помочь найти, вызволить сына и остальных ребят, которые были задержаны таким образом. И опять же пишет, тут опять встает вопрос связи, о котором мы говорили, связи с ДНР нет, дозвониться никуда невозможно. Сын, значит, единственная опора и так далее. Но это такая история, да, казалось бы, человек сам все выбрал, сам выбрал сторону вот такую, да, связался с такими людьми. Но, конечно, можно посочувствовать его родным, представляя, каково матери, и мы видим, да, тут какая ситуация, то есть невозможно, в отличие там, от той же Украины, ничего узнать. То есть людей не просто забирают там куда-то, сажают в тюрьму, да, на подвал, это было бы еще, ну, полбеды, если бы хотя бы родственники знали об этом. То есть тут в данном случае люди просто исчезают, то есть их как бы похищают, их увозят, и потом ищи, спрашивай, связи нет вообще. Ну, положение совершенно безвыходное, это, ну, на самом деле дикая история. И что можно сказать по поводу вот таких людей, да, которые побывали в плену в Украине, потом их вроде как отдали, и потом их свои же начинают там пытать, мучить и так далее. То есть вот это самая печальная история, потому что если Украина может еще как-то обменять своих людей, вытянуть их, то есть если вы, украинец, попали там в такую непростую ситуацию, вас спасут. По крайней мере, вы можете надеяться, вам есть куда писать. Если же это представитель ДНР попадает к своим, то из-за него точно некому заступиться, его уже точно никто никуда не обменяет, никто не вызволит. И, ну, можно только догадываться, что предстоит этому человеку еще пережить. Но, к сожалению, у нас сегодня подошло уже к концу время. Мы, как всегда, успели рассказать только о небольшой части событий, которая происходит в Донбассе. В основном, конечно, там происходит гораздо больше всего. И в следующий раз мы, опять же, попытаемся охватить как можно больше важных историй. Ну а пока я с вами прощаюсь. Как всегда, мы увидимся через неделю, в среду, в это же время, здесь на канале АТР, и поговорим о том, что происходит на оккупированных территориях. А пока я говорю спокойной ночи.